Mēs daudz runājam, mums komandas psiholoģija tāda dotajā brīdī, nu vispār mēs cenšamies neskatoties uz sastāvu problēmām, neskatoties, kas mums notiek komandā, mēs cenšamies iziet un vinnēt. Vai tā ir 5-4, vai tas ir 1-0, jāmāk ir vinnēt, tas ir galvenais, jā. Spēlējot slikti, labi, tomēr galvenais ir uzvaras, jā, un paldies čaļiem, kad, nu, vien tie paši mums, kā saka, to spiedienu tur, un jaunie cenšas kaut ko palīdzēt, bet šodien bija grūti, bet labi, kad, kā saka, īstajā brīdī iemetām, un kad vajadzēja spēlēt aizsardzībā vajadzēja daudz šodien spēlēt, mēs centāmies tomēr nospēlēt zolīti tā, lai mums būtu iespēja beigās izmantot, jā, kaut ko, lai varētu vinnēt, jā, bet mums ir jāizvēl no 2 spēles līdz pauzei, cerēsim, ka būs labāk. Paldies! Paldies! Nu, labi, spēle bija, jā, tādām īpaši veiksmīgajām gatavojāmies, centāmies spēlētājus noskaņot psiholoģiski, jā, visiem zaudējumiem. Diezgan smagi dabūt to ticību savām spējām, bet nu, nebija slikti. Goliņu iesakām. Jā, žēl, ka tāda, nu, taktiski, pozicionāli, ja individuāli kļūda. Nu, nenospēlējām spēli līdz galā, kaut gan momenti bija. Nu, tā kā, nu, individuāla meistarība, jā, bulīšos. Gribētos daudz labāk, jā, kā pagājušā spēle arī neviens bulīs, kad vienu iemetām tikai. Вы сказали, ошибки, не было ни проброса во время тот момент, когда происходил счет? Я думаю, что проброса нет. Может, какие-то ребята говорят, что еще Игорь, Ну, без комментариев. На суде там есть 4 человека, которые решают, было или не было. Да, и сейчас обсуждать, было или не было, это, ну, я, по крайней мере, там проброса не видела, но просто мы сами должны были лучше сыграть. И было, там не было удаления, там было очень много ситуаций с одной и с другой стороны, где, скажем так, было 50 на 50, да, ну, игра была достаточно хорошая, и судьи эту игру, скажем так, не портили, не ломали, и игра шла, как шла, скажем. Поэтому... Игорь? Петерс, я лично ждал, что после Хельсинки приедете уже злыми. А что пошло не так? Не, ну злыми. У нас 7 человек основного состава болеют, у нас давление. Мы ни одну игру в этом сезоне не сыграли оптимальным составом. Злыми игроками высшей лиги или игроками 97-го года, которые у нас играли. Мы злые, мы выиграли эту игру за счет характера. Жалко, что вы не увидели. Слабо разбираетесь. Мы выиграли за счет злости как раз именно. Не за счет каких-то еще других качеств. Потому что банально то давление, которое идет на основную команду, которые остались, да, игроки основной команды живы, они тянут тяжело. Все, у нас кончается порно. А молодежь, ну, у нас, она играет, потому что некому другому играть. Только характером мы сегодня выиграли эту игру, злостью характера. Vēl kādi jautājumi? Mark? Normāli pagājušajā sezonā Saulietis vairākas reizes ļoti eleganti bulīšus izpildīja. Kāpēc viņam šogad tik maz iespējas šajā elementā? Šogad viņam arī bija iespēja. Pavisam nesen sastācīja. Jā, viena bija. По какой причине сегодня не играет Лаурис? Nu, trauma. Vēl kādi jautājumi? Treneris Ejai, vai vārdsargu hierarhijā kaut kas pēc šīs un iepriekšējās spēles ir mainījies? Tas, kā jūs redzat Jāni Kalniņu komandā? Nē, nekas nav mainījies. Vienkārši Jānis labi spēlē iepriekšējo spēli, tāpēc devām iespēju. Tā kā mēs jau runāsim, domāsim, kas stāvēs vārtos nākuši. Игорь? То есть еще один вопрос, продолжение темы. Я так скажу, что мы были злыми просто. Физика нас только просила, что не позволяет это проявить нас. Нет, у нас с физикой все отлично. Ребят, мы идем на 3-м месте лиги.
И мы немножко прыгнули выше жопу, скажем так. Поэтому мы стараемся держать этот уровень, но у нас полкоманды, еще раз повторю, болеет. Как вы хотите, чтобы мы играли на 3-м месте лиги, когда у нас действительно нету ключевых хоккеистов? Мы хотим держать этот уровень за счет характера и физики. У нас мастерства сейчас в команде очень мало. У нас игроки основные болеют. Но они у нас вернутся, и мы надеемся, что мы, скажем так, вот этот темп, который мы набрали, мы будем держать за счет других качеств тоже, не только физики, а характера. За счет этого мы сейчас на данный момент идем, скажем так, там, где мы идем. Но у нас ресурсов, да, еще раз повторюсь, посмотрите, кто у нас в составе сегодня играл, если так разберите, так, состав игроков. У нас 5-6 человек не должны быть, ну не то, что не должны быть, это глубокий резерв для нас. Но при этом Аляев Еще, да, вот не играет, да, потому что не готов, не играет. Это тоже наш резерв, но не готов, не играет. Поэтому мы набрали тот ход, мы хотим продолжать держать тот ход, но его тяжело держать, да, потому что график, команды хорошие, все играют, все настраиваются. И повторюсь, сейчас у нас есть на данный момент физика и характер, да, игровые качества, которые мы старались наиграть на предсезонке, повторюсь, ни одну игру не сыграли оптимальным составом. Да, нам тяжело качество игры, скажем так, держать на высоком уровне. Да, но мы, повторюсь, должны уметь играть на победу, на результат, исходя от внутренних дел команды. Это самый важный момент. Самый важный. Когда у меня вернутся все, у меня будет другая проблема. Кого ставить? Да, это тоже проблема. Это тоже другой такой вариант. Но мы должны уметь играть, да, но мы должны уметь играть на победу, исходя от того, что происходит внутри команды. Но пока у нас, слава богу, это неплохо получается. Последний вопрос. вас не удивилось, на конце долга еще? Не удивило его действие на поле. Paldies! Прыжок имеется в виду. Спасибо, да, прыжок. Спасибо.